Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 23. Откуда произошли казаки? Как известно из истории России, казаки – это беглые русские холопы. Это очень смешная теория. Но почему у беглых холопов самоуправление даже близко не подходит к основной родине, откуда они сбежали? Очередная тайна за 7 печатями. Еще. Почему казаки выбирают атаманов? А почему там, откуда они сбежали, атаманов не выбирали и даже не знали, что это такое? Загадка? Загадка. Большая, между прочим. Следующая загадка. Почему казаками управлял Есаул? А на родине, откуда они сбежали, в русских селениях, Есаулов не выбирают и не знают, что такое Есаул, урядник. Ирята. Урядник Ирата учит. Атаман, кыш, бунчук и чем их едят. И еще. Почему казаки сидели в казачьем кругу на майданах, куда собирались все взрослые мужчины и сообща решали все вопросы? И почему в России, откуда они так благополучно сбежали от своих непутевых баринов, на родине этих беглых холопов, никто никогда не замечал никаких там майданов, ни заседавших, ни прозаседавшихся, ни кругов, ни квадратов, ни даже треугольников? Следующая очень большая загадка российской истории. Почему в разговорном языке у казаков так много тюркизмов? Атаман, кошевой, казак, караул, бунчук, есаул, харунжий, курень, майдан, шашка, папах, зипун, чекмень, шуба, кушак, шаровары, колпак, чики-лики, кубелек, чирики, чулки, чумбур, арчак, арқан, чепрак, курень, майдан, чинак, каймак, сюзьмя, арьян. Еще. Почему многие казаки не блондины, а брюнеты? Не белые, а чернявые. Еще. Почему они невысокого роста, как все тюрки-татары? Почему казаками управляли старики, а в средней полосе России такого нет? Почему казаки имели выборный суд из стариков, и суд этот мог присудить человека даже к смерти? Помните в «Тихом доне» эпизод, когда старички в станичном суде решали судьбу большевика Федора Подтелкова за убийство казачьего Есаула Черницева? Еще. Почему казаки в позапрошлом веке, по свидетельству Льва Николаевича Толстого, Бестужева, Марлинского и других, разговаривали на чистейшем тюркско-татарском языке? Вот, например, как описывает Толстой их жизнь в знаменитой повести «Казаки». «Уйдеме, дядя», то есть «дома, дядя», послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки. «Уйде, уйде, уйде! Дома, заходи!» — закричал старик. Песни господские он спел только для Оленина, но потом, выпив еще стакана 3 чехиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. Ах, Толстой! Великий русский писатель! Не потому ли ты действительно так велик, дорогой Лев Николаевич, что ты никогда не врал, как врала российская история? Между прочим, загадка казаков и для Толстого была загадкой. Он пошел туда, изучил быт и жизнь казаков, влюбился в молодую казачку, чуть не умер из-за любви. И Толстой раскопал то, что до него не знал никто. Он рассказал правду казаков. Правда – это их самоуправление, их внутренняя свобода, которая, между прочим, идет от тюрков. И еще их смелость, их раскованность, их тюркская джигитовка, которая вообще чужда для средней полосы, а тюркско-татарского пола с полоса, между прочим.
о средней полосы России. Это кое-что значит. И кое-что это значило даже для Оленина, героя Льва Толстого, который, свободный как никто, граф там или князь, удивился свободе и раскованности казаков, то есть тюрков. Да, это много, очень много в общечеловеческом смысле. Удивился этой внутренней свободе тюрков-казаков и другой русский мудрец Михаил Юрьевич Лермонтов. Что я хочу сказать? Тюрки именно оттуда, от этой самой правды, чем восхищался и чему поклонялся этот действительно совестливый и глазастый человек Лев Толстой. А Хаджи Мурату Аварсу он не поклонялся? Вернее, то, чему поклонялся Толстой, называется свобода и совесть. Свобода – большая красота в жизни народов, если она имеется. У тюрков она имелась. Цитата из Толстого. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой. Когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвету репей того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладкого и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок. Сладко и вяло заснувшегося там мохнатого шмеля. Репей того сорта, который у нас называется татарином. Всевидящий глаз русского мудреца. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.